Городская клиническая больница номер 18 открыта в июне 1959 года как медико-санитарная часть Черниковского нефтеперерабатывающего завода. В 1969 году организовано цеховое отделение по медицинскому обслуживанию сотрудников завода, открыта поликлиника по обслуживанию студентов и преподавателей Уфимского нефтяного института, энергетического и нефтяного техникума. В 1971 году открыта типовая поликлиника при больнице. В 1984 году построен типовой ожоговый корпус. Ныне это республиканский специализированный центр по оказанию помощи больным с термической травмой. В ноябре 1989 года введен в эксплуатацию новый корпус стационара. В связи с этим была создана новая служба – хирургическая, в составе которой были развернуты хирургическое, травматолого-ортопедическое, гинекологическое, реанимационно-анестезиологическое, операционное отделение. В настоящее время муниципальное учреждение городская клиническая больница номер 18 одно из крупнейших лечебно-профилактических учреждений, которые оказывают медицинскую помощь круглосуточно по семейной зоологии, по терапии, неврологии, кардиологии, травматологии, ортопедии, гинекологии, хирургии и комбустиологии. Ежегодно в отделениях стационара получают лечение около 17 тысяч жителей города Уфы и республики. Производится около 9 тысяч операций. В целом больница обслуживает 60 тысяч человек и обеспечивает 450 тысяч посещений. Параклинические отделения больницы включают в себя операционное отделение, эндоскопическое отделение, кабинет гравитационной хирургии крови, клинико-диагностическую и иммунологическую лабораторию, физиотерапевтическое отделение, рентгенодиагностическое отделение с кабинетом ультразвуковой диагностики. В хирургическом отделении внедрены и выполняются операции с использованием малоинвазивных технологий. Также гинекологические отделения оснащены современным медицинским оборудованием. Применяются новые технологии, соответствующие уровню мировых стандартов. 80% операций выполняются эндоскопическим доступом. В отделениях травматологии и ортопедии также внедрены современные технологии. Проводится протезирование тазобедренного сустава, коленного сустава, плечевого суставов и других. Реализация национального проекта здоровья позволила улучшить медицинское обслуживание и диагностику среди закрепленного населения. На сегодняшний день приобретено более 10 дорогостоящего оборудования для улучшения диагностики и лечения больных. В рамках реализации программы по совершенствованию помощи больным с острой церебральной патологией с 1 января 2009 года на базе нашего отделения открыто первичное сосудистое отделение, которое включает в себя 60 неврологических коек для лечения больных с острым инсультом, включающие 12 коек блока интенсивной терапии и 48 коек ранней реабилитации. В наше отделение поставлено больше 200 единиц современного оборудования, которое позволило коренным образом изменить подходы к ведению и лечению больных с острым инсультом. В рентгенологическом отделении находится компьютерный томограф рентгеновский «Аквилон-16» фирмы Toshiba в комплекте с инъектором для внутривенного введения контрастных веществ. Аппарат работает круглосуточно. Пациентам проводится спиральное сканирование, что позволяет получить максимальную информацию о состоянии органов и систем и кровеносных сосудов. На аппарате проводится ангиография, перфузия головного мозга и на ранней стадии позволяет провести дифференциальную диагностику заболеваний. В этом году в приемном отделении
Установлен компьютер, поддерживающий в режиме онлайн через интернет связь со скорой медицинской помощью. Мозгового кровообращения по ишемическому типу. Какой стационар? 18, ясно. 203 бригада, 18-ю больницу. Перевозку на МК, 39 лет, 3 минуты до прибытия. Неврологи, ОНМК Пасковой, 39 лет, время до прибытия 3 минуты. Таким образом, достигается максимальная готовность медперсонала к приему больного, что значительно сокращает время нахождения больного на этапе приемного отделения. На этапе приемного отделения оценивается тяжесть состояния, производится забор анализов крови и проводится скрининговое исследование головы на компьютерном томографе Эквилон-16, который позволяет сразу же оценить состояние пациента больного и состояние головного мозга. После этого больной по заранее разработанному маршруту поднимается в блок интенсивной терапии, где возможно проведение дифференцированной терапии инсульта, так называемая тромболитическая терапия. Вы сейчас находитесь в ожоговом центре Республики Башкортостан. Мы открылись одни из первых в России и в Советском Союзе. Наработан очень большой опыт работы. Сейчас мы располагаем 80 койками, ожогами, на которых проходит лечение около 1000 человек. Из них более 40% это дети. Обслуживаем мы всю республику. За год, я уже сказал, около 1000 человек госпитализированы, из них свыше 500 человек подвергается оперативному лечению. Ожоговая травма является одной из основных причин детской инвалидности, одной из основных причин инвалидности у взрослых. Поэтому хочется обратиться к населению республики с просьбой: мамочки, пожалуйста, смотрите за своими детьми. У нас одно из немногих в российских ожоговых центрах отделение реанимации и приемное консультативное отделение. И сегодня 18-я больница – одно из крупнейших лечебно-профилактических учреждений в городе, оснащенное современным медицинским оборудованием, которое известно не только в городе Уфе и за пределами Республики Башкортостан.